Здравствуйте, уважаемые студенты! На ваше слушание предлагается лекция по дисциплине финансы. Разработала старший преподаватель кафедры финансового управления Кыргызско-Узбекского университета Мингараева Радмила Александровна. Сегодняшняя наша тема – валютный контроль. План. Первый вопрос. Понятие валютного контроля. Второй вопрос. Принципы организации и осуществления валютного контроля. И третий вопрос. Формы и методы валютного контроля. Цели и задачи лекции. Первое. Изучить понятие валютного контроля. Второе. Ознакомление с принципами организации и осуществления валютного контроля. И третье. Сформировать навыки осуществления валютного контроля. Компетенциями, которые должен обладать студент в процессе изучения данной темы, являются: первое. Способен участвовать в разработке организационных решений. И второе. Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и так далее, и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений. Первый вопрос. Понятие валютного контроля. Валютный контроль – это контроль государства над соблюдением валютного законодательства при осуществлении валютных операций. Цель валютного контроля – обеспечить соблюдение валютного законодательства при осуществлении валютных операций. Сущность валютного контроля заключается в том, что уполномоченные на то субъекты, используя организационно-правовые способы и средства, выясняют, соответствует ли деятельность подконтрольных субъектов законам и поставленным перед ними задачам, анализируют результаты воздействия субъектов на управляемые объекты, отклонения от поставленных целей и способов их достижения, принимают меры по их предотвращению и привлечению к ответственности виновных. Валютный контроль является одной из основополагающих функций государственного управления и видом государственного финансового контроля. Валютный контроль, как и финансовый контроль в целом, осуществляется в целях реализации государственной валютной политики, представляя собой особый вид государственного контроля. Понятие валютного контроля необходимо рассматривать в двух аспектах. В широком аспекте валютный контроль представляет собой совокупность мер государственного регулирования, направленных на обеспечение экономической безопасности государства и соблюдение государственных интересов в валютных правоотношениях. И в узком аспекте под валютным контролем понимается деятельность специально уполномоченных субъектов, направленная на обеспечение соблюдения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования участниками валютных правоотношений. Основные направления валютного контроля. Первое. Определение соответствия проводимых валютных операций действующему законодательству и наличие необходимых для них лицензий и разрешений. Второе. Проверка выполнения резидентами обязательств в иностранной валюте перед государством. Третье. Проверка обоснованности платежей в иностранной валюте. Четвертое. Проверка полноты и объективности учета и отчетности по валютным операциям. Валюта – это любой товар, который способен выполнять функцию денег и признан в качестве денежной единицы в конкретном обществе. То есть валюта – это ценности, которые являются деньгами, но только деньги могут принадлежать разным государствам, а вопросы, кто выпустил эту валюту и кто ее эмитент, являются основополагающими. А теперь немножко из истории. Впервые бумажные деньги появились в Китае примерно в V или в VI веке нашей эры.
Первые же найденные деньги, датированные примерно VII веком до нашей эры, имели вид монет. Они были найдены на территории современной Ливии. Национальная валюта и иностранная валюта – это виды валюты в зависимости от эмитента. Национальную валюту выпускают уполномоченные органы нашей страны. Интересные факты о кыргызском соме. 10 мая 1993 года Кыргызстан ввел собственную национальную валюту – кыргызский сом. Был выбран курс обмена 1 сом к 200 рублям. Первый дизайн сома рисовали вручную. Надписи на сомах собирались наносить на латинице. Пятитысячную купюру хотели сделать аналогом 100 долларов. Сом имеет более 30 защитных элементов. Национальная валюта Кыргызстана печатается в Великобритании. Сом можно свернуть до 5000 раз. Иностранную же валюту выпускают все остальные эмитенты мира. Интересные факты об иностранной валюте. В Австралии, Таиланде, Новой Зеландии и некоторых других странах купюры сделаны из пластика, а не из бумаги. Больше всего американских долларов подделывается в Северной Корее. На территории современной Канады первыми бумажными банкнотами послужили игральные карты. Самая популярная в мире банкнота 500 евро. В 27 странах национальная валюта называется долларом. Введение в евро вызвало необходимость уничтожения аж 350 тысяч тонн монет. Тут же следует сказать о таких понятиях, как резидент и нерезидент. Эти понятия часто путаются с гражданством, но это глубокое заблуждение. Так кто же такой налоговый резидент или нерезидент? Резидент – это тот, кто платит налоги нашему государству, а нерезидент – это налогоплательщик другой державы. Валютные операции. Валютные операции – это фактически все операции в экономике, которые осуществляются с применением валюты, то есть денег. Даже покупка хлеба в магазине – это валютная операция, только она не представляет для государства особого внимания и не подлежит контролю. А какие же операции подлежат контролю? Закон о валютном контроле выделяет три группы операций. Первое. Сделки резидентов и нерезидентов. Когда вы заключаете сделки с нерезидентами, ваши сделки являются предметом интереса государства, так как оно заинтересовано в том, чтобы как наши граждане, так и резиденты других государств не нарушали законов. Глобализация и наличие широких возможностей для международной внешнеэкономической деятельности создает широкое поле для теневой экономики, поэтому все сделки с нерезидентами должны проходить валютный контроль. Второе. Сделки с внутренними и внешними ценными бумагами. По аналогии со сделками нерезидентов и нерезидентов ценные бумаги также подлежат контролю. Если работа ведется с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте или выпущенными нерезидентами, необходимо проводить процедуру валютного контроля. Третье. Сделки с использованием иностранной валюты. Сюда относятся как обмен валют, так и расчеты с поставщиками товаров за рубежом. Любая операция, совершаемая с применением иностранной валюты в качестве платежного средства, проходит валютный контроль. Органы валютного контроля. Органами валютного контроля в Кыргызстане являются правительство Кыргызской Республики, Национальный банк Кыргызской Республики, служба финансово-бюджетного надзора, входящая в Министерство финансов КР. Ключевой фигурой валютного контроля является, конечно же, правительство, которое осуществляет операции через главный орган валютного контроля – это Национальный банк.
В большинстве стран мира эту функцию выполняют именно центральные банки. Кроме того, органами валютного контроля являются уполномоченные органы исполнительной власти. Но органы валютного контроля – это глобальные регуляторы, с которыми обычный предприниматель, вероятнее всего, никогда не будет иметь дело, а будет он работать с агентами валютного контроля. А кто же такие агенты валютного контроля? Это организации, выполняющие непосредственно процедуру контроля, предусмотренного законом. То есть это могут быть коммерческие банки, государственные коммерческие банки или же небанковские финансово-кредитные учреждения. Второй вопрос лекции. Принципы организации и осуществления валютного контроля. Основными принципами валютного регулирования и валютного контроля являются: первое. Приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области валютного регулирования. Второе. Исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные операции резидентов и нерезидентов. Третье. Единство внешней и внутренней валютной политики. Четвертое. Единство системы валютного регулирования и валютного контроля. Пятое. Обеспечение государством защиты прав и экономических интересов резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций. Формы и методы валютного контроля. Третий вопрос лекции. Форма валютного контроля – это способ конкретного выражения и организации контрольных действий. Под формой валютного контроля можно понимать и отдельные аспекты проявления сущности контроля в зависимости от времени проведения контрольных мероприятий. В финансово-правовой теории и практике осуществления валютного контроля традиционно выделяются следующие его формы: предварительный, текущий и последующий. Предварительный валютный контроль проводится до совершения валютных операций в целях их санкционирования, например, до выдачи разрешения на осуществление валютных операций по контракту или кредитному договору, а также на открытие счета в банке нерезиденте. Орган валютного контроля обязан проверить достоверность предоставленной резидентам документации до осуществления банковских операций по обслуживанию валютного счета клиента. Уполномоченный банк должен проверить соответствие информации, указанной резидентом в расчетном документе, сведениям, содержащимся в документах, являющихся основанием для проведения валютных операций, а также соблюдение резидентом и нерезидентом порядка оформления расчетных документов в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Национального банка Кыргызской Республики. Текущий валютный контроль проводится во время осуществления каких-либо валютных операций, купли-продажи иностранной валюты и валютных ценностей, открытие резидента валютного счета, осуществление международных расчетов и так далее. Текущий валютный контроль реализуется в повседневной деятельности органов и агентов валютного контроля. Последующий финансовый контроль проводится после завершения валютных операций путем сопоставления документов и информации, подтверждающих совершение валютных операций, выполнение обязательств по валютным контрактам, проведение проверок полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов. Методы валютного контроля. К методам валютного контроля относят два метода основных. Это проверка и запрос. Сущность проверки как метода заключается в исследовании правильности осуществления валютных операций с привлечением всех возможных источников данных, в частности документальных. Запрос. В рамках этого метода органы, осуществляющие валютный контроль, истребуют сведения о конкретных валютных операциях или счетах,
Применение такого метода, как запрос, предполагает наличие соответствующих полномочий у агента валютного контроля требовать от субъектов валютного правоотношения предоставления необходимой информации. На этом лекция подходит к концу. Подведем итоги нашей лекции, сделаем выводы. Валютный контроль – это контроль государства над соблюдением валютного законодательства при осуществлении валютных операций. Основными принципами валютного регулирования и валютного контроля являются: первое. Приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области валютного регулирования. Второе. Исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные операции резидентов и нерезидентов. Третье. Единство внешней и внутренней валютной политики. Четвертое. Единство системы валютного регулирования и валютного контроля. Пятое. Обеспечение государством защиты прав и экономических интересов резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций. Традиционно выделяются следующие формы валютного контроля: предварительный, текущий и последующий. В целом различают два базовых метода валютного контроля: проверка и запрос. Для подготовки к этой теме список рекомендуемой литературы. Первое. Закон Кыргызской Республики об операциях в иностранной валюте 1995 года. Второе. Красавина. ЛН. Денежно-кредитная политика и валютная политика. Деньги и кредит. 2002 год. Также интернет-ресурсы nbkr.kg и minfin.kg. На этом наша лекция подошла к концу. Спасибо всем за внимание. До свидания.